Не, я тоже завял. Я бы там цепи вязал. Когда творческие люди выезжают из Татарстана, они почему-то очень сильно выстреливают. Вас взяли? Нет, конечно. Я же тоже начинал именно с национальных украшений. Художник никогда не задумывается, в каком стиле он будет выполнять. Вот то, что они сейчас создают, это все, ну, как бы вчерашний день. В 1994 году я взял первую премию среди всех мусульманских государств и получил награду, первую премию ЮНЕСКО, которая вот фестиваль проходил в Пакистане. И на самом деле на Первом канале в Татарстане была целая передача, посвящена мне. Но никакой реакции со стороны правительства я тогда не то что не увидел, и поддержки никакой и особо не состоялось. Другой момент, тогда был у нас президент Владимир Шарипович Шамиев. Я работал, получил в Кремле, но это место мне дали совершенно другие люди, которые работали тоже при правительстве. Но с их уходом меня тоже из Кремля, так скажем, забрали у меня мастерскую из Кремля, и поэтому мне пришлось выехать. Это, наверное, был первый шаг успеха. Ну и второй успех, это, скорее всего, да, от того, что, наверное, я, уехав из Татарстана, стал поближе, так скажем, к центру ювелирной отрасли, да, то есть у меня появились просто больше возможностей для того, чтобы развиваться и показывать свое искусство уже не только в рамках России, но и за рубежом. На стене увидеть самый первый серьги, который я сделал. И на самом деле когда я их сделал, тогда все ювелирные мастерские были при Министерстве бытового обслуживания. И у нас вот была, значит, большой центр на вокзале, Ильдан назывался. Угу. И там как раз большая была мастерская ювелирная, которая вот при этом министерстве. Я туда пришел с этими сережками, чтобы меня взяли работать с ювелиром. Вот. Вас взяли? Нет, конечно. Сказали, что надо еще многому учиться, и потом нам ученики не нужны. А у меня, понимаете, уже совершенно другие были, наверное, взгляды и желания. Задумки. Да, и вот уже это было, знаете, это где-то был, наверное, 92-й год. А вот в 94 году я как раз взял первую премию на международном конкурсе. Уже? Через 2 года, да. У меня первая выставка была во Франции, вот, первая в 96 году. И я тогда делал ювелирные изделия немножко в таком европейском стиле, но с традициями, так скажем, татарских мастеров, да, болгарских. Побывав уже на первой выставке, я понял, что это интересно и красиво, но надо что-то менять, потому что людям это непонятно на самом деле. То есть каждая техника, она правильно должна использоваться. То есть по назначению. Нету основы для их развития на самом деле, потому что, хотя, если взять историю, я считаю, что на территории Казани, то есть тогда назывались болгары, были прекрасные мастера, которые создавали уникальные произведения. На самом деле, и болгарские скань, значит, ювелирные изделия в технике скани и зерни, они были действительно уникальные, их можно видеть и у нас в музее изобразительного искусства, в Эрмитаже можно наблюдать, то есть это реально уникальные работы. И в 95 году мы как раз с Шагеевой делали, так скажем, историческое исследование по поводу Казанской шапки, которая находится в оружейной палате. И мы доказали, что это были болгарские мастера, которые работали на территории Казанского ханства. Основы нет для развития. И что самое интересное, есть все-таки у нас учебное заведение, Казанское художественное училище. Вот, и есть у них отделение ювелирное, и мне даже очень интересно, хотя они меня знают, педагоги,
знают меня. А вас приглашали Ни туда? разу не пригласили. Но, понимаете, вот это очень удивительно. Поэтому Татарстан, он сам по себе такой уникальный микромир, который для меня вообще непонятен. Если, например, со всего мира зовут, чтобы я там даже онлайн сделал лекции или какие-то мастер-классы провел, от Татарстана, из Татарстана, да, вообще никаких даже шагов не делается. Ну, я считаю, что в Татарстане можно пока возродить сначала чисто национальное. Да, то есть и не нужно возрождать пока ничего нового или там креативного. Я думаю, что на основе национальных украшений, наверное, вот, понимаете, нужно вернуть фундамент. Я же тоже начинал именно с национальных украшений. У меня есть работа в Музее изобразительных искусств и в НКЦ Казани. Ни одно блюдо ты не приготовишь для, там, скажем, без основы. Там суп без воды ты не приготовишь. Здесь очень важно сейчас вернуть вот эту вот традиции и качество, то, которое должно быть. И тогда появится совершенно новое течение, новые направления. Для меня парадокс, что когда творческие люди выезжают из Татарстана, они почему-то очень сильно выстреливают. Это не от того, что их, так скажем, им дают свободу, это не от того, что там, ну, там что-то становится для них легче. Нет, это просто это связано именно с характером людей. То есть они, понимаете, когда вот некие такие... Творческий человек, он некий всегда, он должен некую такую испытывать собственную борьбу. Если он преодолевает и решается, так скажем, преодолевает вот этот, скажем, какой-то барьер, даже внутренний, психологический, значит, у него некий такой есть основа у этого человека, который, ну, как бы, он стремится всегда развиваться вперед. Помните художников начала 20 века? Они ездили в Италию, они ездили во Францию. Здесь они тоже постоянно на месте не сидели, то есть там они в Крым ездили. То есть у них некие были всегда перемещения для того, чтобы создавался совершенно новый образ. Но вот творческие люди в Татарстане, они совершенно сидят, так скажем, у себя, там, скажем, на стуле и никуда практически не перемещаются. И считают, что создают шедевры. Да, они на самом деле, многие есть потрясающий профессионал своего дела, но, к сожалению, вот то, что они сейчас создают, это все, ну, как бы вчерашний день. Если я делаю пластику растительную, значит, это арт-нуво. А если я делаю геометрических прямых линий, значит, это арт-деко. А на самом деле, если взять мои работы, их сложно связать с теми работами, когда делались в период развития искусства арт-нуво или арт-деко, потому что они современные работы. Только их сейчас можно определить к этим стилям только благодаря вот этим построениям, там, композиции, элементам и линиям. Да? Ага. Это проще. Если бы сейчас бы придумали какой-то другой стиль, вполне возможно бы назывался это другим стилем. Просто на сегодняшний день больше стилей нет. Может, вообще, вам надо самому? Я считаю, что незачем. И дело в том, что когда художник создает, лично я, например, да, хотя есть много художников, разговаривал на эту тему, художник никогда не задумывается, в каком стиле он будет выполнять. У него есть идея, и уже идея дает ему возможность в каких линиях это выполнить. На сегодняшний день стилем является не общий вид искусства, а стилем называется, когда человек выдает что-то свое. Это вот некий, каждый сейчас творческий человек ищет свой стиль, чтобы выразить свою мысль или идею, и для того, чтобы его стиль на сегодняшний день стал популярным. Почитал одного искусствоведа и философа, значит, нашего московского. Как раз у него был вопрос по поводу, существует ли сейчас искусство. Вообще само, да. На самом деле понятие искусства, оно еще появилось в период Ренессанса. Вот. И на самом деле все, что к искусству относилось, это практически изображение, все, что связано с библейскими сюжетами.
А это икона XIV века, была написана в Испании, как раз там мусульмане и евреи в основном жили, проживали на юге Испании. Ну и вот она сейчас находится в Метрополитене. Это единственная икона, которая вот принадлежит ювелиру. Я так понимаю, что к нему пришли клиенты, и что-то, или он уже кольцо готово, или он принимает заказ, или он уже отдает заказ. Вот. Ну нет, это не столь уже важно, сам факт, что вот есть такая икона. Осталось, видите, у нас пандемия практически подкосила. Сейчас есть в Лондоне и в Антверпене. Мы сейчас делаем огромную работу, которую уже 3,5 года делаем. Это как раз именно часы для заказчика, да. Там и камни, и серебро, и золото, все в эмали. Но чем эта работа мне стала интересной, что требование заказчика было, чтобы в каждом практически миллиметре была ювелирная работа. Это настольные часы, это большие часы. Вот. И мы собрали практически все техники, которые были на Руси. В идее, и когда моя идея существует, она на 100% отрабатывается, ну, создается. То есть нет ограничений, ой, давайте вот так не будем делать, или вот здесь вот давайте там бриллиантов побольше посадим, чтобы это было дорого. То есть если, так скажем, клиент соглашается на 100% с той идеей, которую я выдаю, тогда это вот это считаю интересной работой. Чему посвящена? У нее название пир. На самом деле пир это есть такое слово греческое симпосия. Может быть, слышали, да? Это на самом деле встреча, разговор о философии, на философские темы. Там каждая работа, которая будет присутствовать, их связывает, так скажем, наша социальная жизнь и то, что мы вот за 2 года, потому что 2 года я презентацию выставки никакой коллекции не делал, потому что связано с пандемией. И вот это за 2 года создалась вот эта коллекция, где мы практически в каждом изделии можем, так скажем, увидеть вот эту нашу жизнь каждого человека за эти 2 года.